Решетневская фирма определила круг своих стипендиатов на текущий год. По результатам первого учебного полугодия стипендию имени академика Решетнева, учрежденную спутникостроительным предприятием, будут получать 25 лучших учащихся железногорских школ, отличившихся в изучении точных наук. 6 учеников школы космонавтики и 5 ребят из физико-математической школы при СФУ. Сейчас сумма этой ежемесячной именной стипендии составляет 650 рублей. Поощряет финансово одаренных школьников компания ИСС, начиная с 2007 года в рамках своей профориентационной работы. Стипендиатов определяет комиссия, в состав которой входят специалисты космического предприятия. Оценивается академическая успеваемость, успехи в различных олимпиадах и конференциях. Помимо этого, претендент на именную стипендию должен обладать такими качествами, как инициативность и целеустремленность. Очень приятно видеть, как ребята развиваются год от года, становятся умнее, увереннее в себе, определяются с выбором своей дальнейшей жизни. И вот эти дети меня больше всего радуют не то, что они там становятся медалистами, а именно тем, что они определили, что они хотят в жизни, чем они хотят заниматься, что им в этой жизни интересно. Но эти ребята уже добились определенных успехов. И очень приятно, что их отметила и ОСС, что их в городе надо поддерживать. Я надеюсь, что многие из них вернутся в город и будут работать на то, чтобы наш город развивался, в том числе и ОСС. Кстати, при назначении стипендий в первую очередь предпочтение отдавалось тем ребятам, которые планируют связать свою карьеру с предприятием имени Решетнева и изъявили желание поступать в вузы по целевому набору от ИСС. Действительно, многие из этих ребят уже определились, куда планируют пойти учиться и где смогут применить полученные знания. По их словам, впустую тратить студенческие годы время и деньги на обучение по невостребованной затем специальности совершенно необоснованно, особенно когда есть такой шанс, как целевое поступление. Я буду поступать именно по целевому набору, потому что это дает мне ряд преимуществ. Ну, во-первых, я смогу поступить на высокооплачиваемую работу сразу, то есть меня примут как специалисты, даже, возможно, без испытательного срока. Во-вторых, обучение за меня будет оплачивать предприятие ОАО ИСС, то есть я смогу платить за обучение меньше или не платить вообще. И я считаю, это лучше, чем если бы я платил за свое образование в каком-либо институте и потом уже и потом уже нанимался на предприятие, работником на предприятие ОАО ИСС, или на одно из дочерних предприятий, то это было бы, даже с точки зрения экономики невыгодно. Ежемесячная материальная поддержка космической фирмы не только стимул для дальнейшей отличной учебы школьника, но и важное для ребят признание того, что их знания и старания оценены по достоинству. Ведь даже отличные оценки нередко воспринимаются прилежными учениками как должное, а вот именная стипендия становится ощутимым подтверждением их успехов. Стипендия, на самом деле, она значит многое, потому что это, во-первых, я понимаю то, что да, я отношусь к талантливым людям, по крайней мере, меня такое считают, да, и поощрение получают. Во-вторых, мною гордятся мои родственники, что для меня тоже много значит, это поддержка определенная. Конечно, это очень такой сюрприз для меня был, что я ее получаю, так как раньше я училась в другой школе, там я вообще стипендии в этой не слышала, конечно. И принимала все свои места, как должно, поучаствовала, что-то заняла. Для одних ребят сумма, полученная в качестве решетневской стипендии, это дополнительные деньги на карманные расходы, для других – основа будущего капитала, который, например, очень пригодится при поступлении в вуз. В любом случае, стипендия от космической фирмы совсем не лишнее для подрастающего поколения реальное подтверждение того, что на знаниях можно зарабатывать.